Спецслужбы нашли тайник с оружием, взрывчаткой и казахстанскими госномерами. Кыргызский спортсмен рассказал, как прибыл в Пекин. Критику власти в СМИ чиновники могут расценивать как политическую вражду. Все подробности в блоге «Кстати». В Чуйской области обнаружен схрон оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности. В тайнике обнаружено огнестрельное и нарезанное оружие, разработанный пистолет Макарова, несколько патронов калибра 5,45, 7,62 и автомата Калашникова и 9 мм от ПМ, государственный номерной знак транспортного средства Казахстана, а также предметы и вещества, предназначенные для изготовления самодельных взрывных устройств, говорится в сообщении. Египетская сила. В какой местности найден схрон, не уточняется. По предварительным данным, обнаруженное оружие и боеприпасы готовились криминальные элементы для совершения преступлений. Устанавливается происхождение обнаруженного оружия, а также лица, организовавшие схрон. А если их будет 30? Или даже 100? Горнолыжник Максим Гордеев, единственный спортсмен, представляющий Кыргызстан на зимних Олимпийских играх, прибыл в Пекин. Олимпиада начнется сегодня, 14 февраля. Кыргызстанец выступит 16 февраля. Гордеев опубликовал в Инстаграм фотографию с российским спортсменом, комментатором Дмитрием Губерниевым и спортсменом из Казахстана. Олимпиада действительно как Эверест. Тут главное долететь. Вроде на месте. 5 часов тестов, сканеров, датчиков, кодов, прохождение КПП и уже с нашего самолета минус 5 человек. Хорошо брат казах всегда встретит, написал кыргызстанец в сторис. Зачем все это? Зачем? Кроме Гордеева, в спортивную делегацию Кыргызстана вошли его тренер Игорь Борисов, шеф миссии сотрудница Национального олимпийского комитета Чолпон Джумагазиева, президент НОК Садыр Мамытов и генеральный секретарь НОК Кылычбек Сарбагышев. Все готово и все в сборе. Тебя не хватает. Из-за размытых и непонятных формулировок в законопроекте о противодействии экстремизму критика действующей власти может квалифицироваться как разжигание политической вражды. Об этом на встрече разработчиков профессионального законопроекта, НПО и журналистов сообщила председатель Института Медиаполиса Алтынай Исаева. Пошло все сколько можно. По ее словам, проект документов представленной редакции предлагает использовать нормы Конвенции ШОС по противодействию экстремизму, подписанной в 2017 году, где есть понятие «политическая вражда». При этом разработчики не пояснили, что подразумевается под политической враждой. По факту, любое инакомыслие или критика в адрес действующей власти могут быть признаны разжиганием политической вражды или экстремизма, отметила Алтынай Исаева. Я просто похлопаю. Она указала на противоречивость норм, регулирующих ответственность СМИ. К примеру, в документе, инициированном МВД, сказано, что в случае распространения СМИ экстремистских материалов уполномоченным органом в сфере противодействия экстремизму объявляется предостережение. Исполнить его нужно в течение 3 дней. Как поясняет Алтынай Исаева, само по себе распространение экстремистских материалов уже уголовное преступление. А включение расплывчатой формулировки, отсутствие сведений об экстремистской деятельности внесут неопределенность и произвольность понимания. Что я не понял? Ее поддержала юрист Надежда Аишева. Она отметила, что в проекте закона сказано обязательное привлечение государственных экспертов для дачи оценки тому или иному материалу. Но здесь речь идет о государственной экспертизе, которая, как правило, всегда с обвинительным уклоном, и суд будет опираться на нее. Ей нет доверия. Доверие больше независимым экспертам, сказала Надежда Аишева. Юристы и правозащитники просят разработчиков обратить внимание на все эти противоречия и доработать документ. А на сегодня у нас все. Подписывайтесь на наш медиапортал и оставляйте свое мнение в комментариях. Это будет, как всегда, кстати.